Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии, посвященном презентации книги нашего давнишнего друга Национальной библиотеки Удмуртской Республики Кононова Андрея Викторовича. Он не только теперь наш друг, давний друг библиотеки, но и писатель. Вышла в свет его книга, многотомное издание «Танки на марше». Это очень замечательное событие, что в преддверии победы, Великой Победы, 70-летия победы наших советских войск в Великой Отечественной войне над фашистской Германией выходит новая книга. Новая книга, которая в том числе показывает и вклад бронетанковых войск, их вклад в победу над фашистской Германией. И мне бы еще хотелось сказать спасибо Андрею Викторовичу Кононову за то, что вот такая интересная, замечательная книга вышла. Я знаю, что это только первая часть книги, так ведь? Дальше будет еще, но я думаю, может быть, к 70-летию Победы вы успеете со второй книгой. Так уж исторически сложилось, что наше человечество, хотим это не хотим, постоянно ведет войны, постоянно приходится им защищаться. И особенно нашему государству. Посмотрите, мы обязательно ведем крупномасштабные войны, обязательно защищаем. Почему так сложно? Я говорю обязательно, почему-то всегда пытаются нашу территорию кто-то захватить, враги на нашу территорию почему-то любят больше всего. Нам всегда приходится защищаться. И человечество, и в том числе мы, всегда думали, каким же образом это делать. Хоть и танковые войска появились впервые не в наших вооруженных силах, как самостоятельный вид вооруженных сил, как именно средство защиты, но тем не менее танк и танковые войска, человек, управляющий этой машиной, мощной машиной, в нашей стране, я считаю, вот этот комплекс получился наиболее иррациональный и очень перспективный на сегодняшний момент. И, так можно смело сказать, наиболее грамотно все это сделано именно в нашей стране. Вот, вспомните, если даже вспомним нашу историю, любое сражение Первой мировой войны, это не так сильно заметно, вот ярко это пока видно у нас во Второй мировой войне. Ярко видно афганская война, чеченские события. Без бронетехники ни одна войсковая операция сухопутная не проходит. Вот даже когда, смотрите, интересно, вот может сейчас кто-то мне подскажет, вот всегда говорят, кто у нас царица полей, кто? Пехота. Бог войны кто? Артиллерия. А танки кто у нас? Грязи не боятся. Да, грязь не боятся. Бронелобые, непобедимые. Да, так уж сложилось, что без танков, начиная с Первой мировой войны и заканчивая сегодняшним днем, как от Михаила танк, как не говорили, что он все, отжил свое. Мы не можем обойтись. Любая сухопутная операция, любые действия на земле, без танковых войск их не проведешь. Естественно, раз человек придумал, то есть человек всегда себя пытался защитить. Вспомните древние события, когда еще даже не было танков. Все прятались за щитами, за стенами. То есть, считайте, это первые признаки вот это желания человека защитить себя. Что у нас в стране в этом плане сделано? Я считаю, сделано правильно, разумно. И вот за много лет сделан, на сегодняшний момент сделан такой танк современный. Интеллект. Ездящий по земле интеллект. Все за человека думает. Орудие само вычисляет дальность до цели, дает все координаты для стрелка, дает оптимальные данные по температуре, по направлению ветра, по направлению ну, клиренсу танка, в каком он положении находится. Все, человеку все только принять решение. Без человека все равно не обойдемся. Я как вот уже в беседе услышал, что американцы пошли по одному принципу. 4 человека у них в танке. Вот современный американский танк, орудие 100 мм, 4 человека. Они не научились автоматически заряжать орудие танковое. Наш танк современный 120 мм. Совсем недавно только смогли американцы научиться выпускать через ствол ракету. Мы выпускаем ракету давным-давно. Дальность стрельбы такой ракеты до 4000 метров. То есть любые противодействия со стороны вражеского танка мы хорошо парируем. Бронезащита. Как
всегда, когда только появились первые бронированные цели, человек сразу начал думать, как с ним бороться. Но, естественно, и танковые специалисты, танкисты начинали придумывать, как защищаться от противотанковых средств. И на сегодняшний момент даже особенность такая, что танк самостоятельно вычисляет, с какой стороны на него направлен лазерный прицел, автоматически переворачивает всю боевую систему, то есть башню, где все пулеметы, все орудия в сторону этого лазерного прицела, потому что сейчас молодежь, наверное, тоже уже знает, что основное средство поражения и прицел идет по лазеру. То есть автоматически система оборачивается в сторону лазера и уже даже без участия человека автоматически ставит завесу. То есть глушит лазер. Выпускаемая ракета по танку, танк не видит. И вероятность поражения резко снижается. Вот такая особенность. Так вот, я так сразу пробежался по всем событиям. Ну, конечно, самое яркое событие в применении танковых войск, именно и танки себя зарекомендовали как непобедимая сила. То есть, что такое, если брать согласно уставу? То есть, это броневой кулак для прорыва обороны противника. То есть, даже начиная со Второй мировой войны, на сегодняшний момент без этого броневого кулака практически вспороть, как еще есть такое выражение, оборону противника невозможно. Можно стрелять ракетами, можно бомбить бомбами, но пока туда не пошел танк с человеком, враг не будет уничтожен. Чтобы уж сильно не отвлекать ваше внимание, я хотел бы еще раз выразить огромную благодарность человеку, который решил все это собрать в кучу, сконцентрировать, потому что вроде мы все знаем о чем-то по чуть-чуть. А вот чтобы все вместе собрать и до всех довести, и довести этого до молодежи, чтобы им осталось. Вот хорошо, тут парни сидят, которые уже стараются себя к армии подготовить, чему-то готовиться. Но большая часть молодежи, она же настроена на другое. Они уже не, так скажем, не вспоминают то хорошее стихотворение. Я бы в летчике пошел, пусть меня научат. Потому что ему никто не говорил, что есть хорошая профессия. Артиллерист, танкист, летчик, разведчик. Им об этом никто не говорит. Вот такими вещами, такими книгами мы сможем молодежи довести, что, ребята, оказывается, в жизни есть еще много таких интересных профессий, и военных, и не военных, которые вам обязательно пригодятся. Вам огромное спасибо. Вот о танках говорить отдельно не будем, сейчас кино покажет, вы там все увидите, всю историю. Вот так вот в двух словах эмоционально хотел бы сказать спасибо огромное им и спасибо коллективу, который решил вот это мероприятие провести. И показать, что есть такая книга, ребят, изучайте ее, она пригодится в жизни обязательно. История – это не история техники, это история людей, которые технику делают, которые ее используют, которые помнят о том, что было, как, кем, когда сделано, какие идеи появлялись, поэтому я буду говорить о людях. Я не буду читать длинную лекцию, я посвящу свое маленькое выступление 3 маленьким самостоятельным сюжетам. Первый сюжет, скажем так, официальный. Вы знаете, вот я очень рада тому, что как-то в постсоветский период у нас сейчас наблюдается небольшой процесс, ну я бы сказала так, исправления исторической несправедливости. После того, как распался Советский Союз, в течение достаточно длительного времени, как минимум все 90-е годы и даже отчасти начала 2000-х годов, сложилась такая ситуация, что в нашей стране очень редко, мало и часто очень избирательно и зачастую несправедливо писали, говорили и издавали труды и книги по истории Великой Отечественной войны, в том числе по истории отдельных родов войск, по истории отдельных сражений. И в этих условиях возникла такая ситуация, что при отсутствии наших российских трудов по истории Великой Отечественной войны, по истории российской, советской авиации, танковой техники, артиллерии, пехоты, в течение довольно длительного периода на полках магазинов стали появляться книги, которые рассказывали об асах Люфтваффе, о подвигах Манштейна и его танковых ударах, о прочих замечательных воинах, которые воевали на стороне нацистской Германии. И даже сейчас, если вы зайдете в некоторые наши книжные магазины, вы обнаружите целые подборки. В основном это, конечно, либо первая переводная литература,
И я понимаю простоту издательской мысли. Чтобы написать достойную, хорошую книгу, вот автор книги, я думаю, вам скажет честно, нужно потратить массу времени, массу сил, массу душевных усилий, провести огромный объем работы, и еще не факт, что из этого всего, что вы сделаете, выйдет, получится хорошая, интересная, нужная книга. И даже если она получится, не факт, что вам удастся найти людей, которые захотят ее опубликовать, дать деньги на публикацию. Вы же понимаете, что чтобы издать книгу, она же не берется из воздуха. Да? Нужны денежные ресурсы, нужны организационные возможности, нужны редакторы, нужны люди, которые будут готовить макет издания. Ну, то есть это масса трудов. Понимаете, для этого нужна воля определенная. Гораздо проще взять уже кем-то, где-то, в США, Великобритании, Германии, написанную книгу, взять переводчика, перевести этот труд, после чего его издать, расходы будут значительно меньше, ну а в общем-то прибыль будет примерно такая же. То есть с точки зрения логики издательского процесса, при отсутствии волевых усилий со стороны государства, вот такой результат был совершенно очевиден, совершенно естественный. К сожалению, второй момент. Очень многие представители относительно молодого поколения наших журналистов, писателей, и мне стыдно об этом говорить, но и некоторых наших молодых историков, в 90-е годы заняли позицию, которую вот на скучном историческом языке называют позицией исторического ревизионизма. То есть они встали в позицию, что вся советская историография истории Второй мировой войны была идеологизированная, неправильная, односторонняя, негибкая. Элементы этого мы увидели вот здесь. Нам сказали, что в советской историографии недооценили некое сражение. Но напомню, в том сражении советские танковые войска потерпели поражение. То есть кому важно, чтобы главным и самым крупным сражением танковым было танковое сражение, в котором советские танковые войска потерпели поражение, и все танки были уничтожены. Понимаете, мы можем соглашаться, мы можем не соглашаться с этим, но история — это жутко политизированная наука. Был один советский известный историк, которому приписывали фразу, за которую его потом очень долго били и критиковали, все, кому не лень, а на самом деле он этой фразы никогда даже не говорил. Такой Михаил Николаевич Покровский. Ему приписывали фразу: «История — это политика, опрокинутая в прошлое». Понимаете, если он даже не говорил этой фразы, скажите мне, что он был неправ. Да? Посмотрите, включите новости сегодня, посмотрите, что происходит в мире, посмотрите, что происходит на Украине, да? И скажите, что он был неправ, что история — это не политика, опрокинутая в прошлое. Да? Он был прав, даже если он ее не говорил. Не суть важно, говорил или не говорил. Но эта фраза выражает очень важную вещь. И поэтому вот эти попытки исторического ревизионизма, они очень опасны. При этом, что очень важно, мы должны понимать, что нужно различать исторический ревизионизм, то есть целенаправленную установку, на то, чтобы изменить подходы, оценки, интонации, то есть сделать так, чтобы Советский Союз нес равную ответственность с Гитлером за развязывание Второй мировой войны, показать, что советская армия подвергала насилию людей на освобождаемых территориях Европы, что очень любят сейчас писать в разных странах, да? Что победы советской армии были достигнуты исключительно за счет применения террора, заградительных батальонов. Кто-нибудь задумывался вообще, как можно в тылах воюющей армии поставить заградительные батальоны? Сколько надо людей там поставить? Вообще, как это технически сделать? То есть вы же понимаете, что это практически нереализуемая идея. Да? Потом вот эти вещи нужно очень четко отличать и понимать их политическую интенцию, политическое намерение. Зачем это делается? Чего хотят добиться? Другой вопрос, что наша советская историография всегда была неполна. Во-первых, к сожалению, и это величайший долг наших советских и российских историков, мы очень мало написали об истории Великой Отечественной войны. Самые большие труды, которые были изданы у нас, это 2 многотомника при советской власти, 6 томов «История Великой Отечественной войны» в середине 60-х годов, к 20-летию Победы, и 12-томник «История Второй мировой войны» в середине 70-х годов, к 30-летию Победы. Все. Больше у нас фундаментальных, многотомных, объемных работ нет. Для сравнения, американцы, которые, уж давайте честно признаемся, воевали далеко не столь активно, как мы,
Да? Они издали 4 фундаментальных многотомника о своем участии во Второй мировой войне. Самый маленький 72 тома, самый большой 96 томов. Понимаете? Мы очень задолжали людям, которые воевали. Мы должны что-то сделать с этим, мы должны восполнить эту историю. И мы многое не описали. Мы не описали очень много человеческих судеб, очень много моментов непосредственных межличностных отношений среди солдат, которые воевали, солдат и офицеров, среди солдат, офицеров и местного населения. Да? Вот эти вещи нужно очень хорошо показать, потому что это очень серьезная вещь. Мы очень много здесь должны сделать. И очень хорошо, что сейчас, это буквально, вот, ну я не знаю, последние лет 5-7 я наблюдаю вот это вот изменение тренда, да, направление развития, появился интерес. Появилось то, что я могу обозначить как политическая воля. Отмечание юбилейных дат, связанных с историей Великой Отечественной войны, стало элементом национальной государственной политики. В связи с этим, ну, вы меня понимаете, прилагаются организационные усилия, выделяются финансы. Это позволяет издавать труды, снимать фильмы, обращать внимание, привлекать внимание людей к этим вещам. Это важно, это политическая воля. Да? Появляются новые поколения исследователей, и вот это очень важно, что нужны сюда новые люди. Люди, которые, с одной стороны, будут относительно свободны от ограничений, которые накладывало советское представление об истории. Да? Потому что советская историография, она была тоже выдержана в определенных, довольно жестких традициях. С другой стороны, они будут настроены объективно по отношению к советской истории, а не так, как поколение 90-х, которое своим моральным долгом считало переписать историю так, чтобы все было не так, как говорили раньше. Это очень важный момент. Второй сюжет, короткий, который я бы хотела упомянуть, вот опять же в фильме, который вам показали, да, там очень коротко прозвучала очень интересная вещь. Там сказали, что в 1928 году в Советском Союзе была разработана концепция применения ударных танковых батальонов, но вскоре после нее, от нее отказались, и все, больше вам ничего не сказали. Я хочу, чтобы вот эта фраза наполнилась живыми людьми. Да? Я надеюсь, вы все знаете, что был такой известный советский военный, политический, государственный деятель, которого звали Михаил Николаевич Тухачевский. Мало кто знает, что вообще-то Михаил Николаевич Тухачевский был из дворянской, в общем-то, семьи, хорошо образованный, традиционно служивший в вооруженных силах, то есть это была традиционная дворянская офицерская фамилия. И как полагалось члену такой фамилии, в Первой мировой войне он пошел служить в армию. Он был офицером, занимал не самый высокий, не самый низкий пост, у него был чин поручика, это, в общем, среднее офицерское звено. В процессе вот этих самых военных действий он попал в плен, в германский плен, Первая мировая война, и оказался в одном из немецких лагерей для военнопленных. Это был офицерский лагерь для офицеров Антанты, потому что в тот период отдельно были лагеря для рядового состава, отдельно были лагеря для офицеров. Причем в этом офицерском лагере, а это был редкий случай, обычно они были сегрегированы, то есть были только для русских, только для французских офицеров, но в этом лагере вместе находились как русские, так и французские пленные офицеры. И вот в этом вот лагере, где он находился, вместе с французскими офицерами он познакомился и очень близко сошелся с одним, в общем, молодым, примерно в тех же чинах находившимся французским офицером, звали этого офицера Шарль де Голль. И вот эти два человека, Михаил Николаевич Тухачевский и Шарль де Голль, в течение нескольких месяцев, пока они находились в этом плену, они занимались своего рода интеллектуальными играми, интеллектуальными усилиями. Ну, вы понимаете, пребывание в плену – это тяжелое психологическое состояние. И надо было как-то вот найти способ выдерживать эту психологическую травму. Они обсуждали возможности применения новой техники в войнах будущего. Это была такая интеллектуальная игра. Они делали макеты, рисовали планы сражений. Да? И де Голль рассказывал потом, Тухачевский не успел ничего об этом рассказать,
А вот Деголь потом своим биографистам, которые писали его биографию во Франции, когда он уже был тем Деголем, которого мы теперь знаем по истории, да, руководителем французского сопротивления, президентом французской Пятой Республики и так далее. И вот тогда писали его биографию, и он тогда сказал, что первым человеком, который ему объяснил на пальцах, потому что ни на чем больше объяснить было нечего, роль и место танка в современной войне, был русский офицер Михаил Николаевич Тухачевский, с которым они очень долго и много спорили, но он его убедил. И он Деголю объяснил, что будущая война, вот не эта, которая сейчас идет, а следующая большая война, это будет война, в которой главную роль будут играть танки. И эта война будет война мобильная. И в этой войне не надо строить линии заграждений, потому что фронты не будут месяцами стоять на одном и том же месте. Вот эти ударные танковые клинья будут разрезать эту оборону, проникать глубоко на территорию противника, и, в общем-то, смысл строительства этих линий станет бессмысленным. Поэтому Деголь перед Второй мировой войной категорически выступал против строительства знаменитой линии Мажино во Франции. Поэтому он попал в опалу во французском военном командовании, которое поддержало эту идею строительства линии Мажино. А Деголь пытался убедить, что это никого ни от чего не спасет. Да? Поэтому, когда все произошло и линия Мажино была просто разрезана и обойдена ударными танковыми армиями немецкими, и танки появились уже ближе к Парижу, да? В общем-то ситуация оказалась вот такая достаточно специфическая. Теперь, что касается Тухачевского. Тухачевский, как вы знаете, вернувшись из плена, перешел на сторону Красной армии, большевиков, стал одним из крупнейших командиров периода гражданской войны, воевал на разных фронтах, в том числе воевал во время Советско-Польской войны, не очень удачно. Затем он сделал блистательную военную карьеру в Советском Союзе. Он был главным идеологом формирования в Советском Союзе танковых войск и главным идеологом разработки новых моделей танков, о чем руководство советское не сразу, в общем-то, подняло вопрос, не сразу озаботилось, но тем не менее под давлением, под убеждением Тухачевского это начали делать, и начали это делать во второй половине 20-х годов. И как нам тут сказали, в 1928 году была принята как официальный документ идея, а это была идея Тухачевского, о том, что танки нужно формировать, использовать в виде отдельных специальных танковых подразделений, которые должны делать как действовать как самостоятельная боевая единица, но вот таким образом формировать мощные бронетанковые ударные группировки, ударные клинья. В это время Тухачевский начал читать лекции в советских военных академиях и в германских военных академиях. Почему именно в германских? Потому что, я напомню, в 1923 году Веймарская Германия была единственная страна, которая установила полный объем дипломатических отношений с Советской Россией. И более того, будучи страной, потерпевшей военное поражение, на которую наложили очень жесткие ограничения в плане содержания, обучения и подготовки вооруженных сил, немецкая армия не имела возможности готовить своих офицеров на своей собственной территории. По договору с Советской Россией немецкие офицеры, это были и летчики, это были и танкисты, проходили образование, подготовку на территории Советской России. И вот одним из студентов Тухачевского, который слушал его лекции во время их чтения в академиях, был тот самый Манштейн, который потом воевал, как вы помните, в Советском Союзе. То есть получается, вот уж извините, я так скажу, что Тухачевский оказал влияние на формирование идеи о танке в современной войне, как минимум не только на Советскую Россию, да, не столько на Советский Союз, но еще на две европейские державы. Но сама судьба Тухачевского была весьма печальна. В конце 30-х годов, как вы знаете, он, как и многие другие советские военачальники, был обвинен в подготовке политического заговора против советского руководства, после чего он был репрессирован, его расстреляли. Что касается его идей, вот этих вот танковых батальонов, которые были созданы, то на эту идею сразу начались атаки со стороны политических оппонентов Тухачевского, а также людей, которые
пытаясь, ну, к сожалению, такое в политике бывает, пытаясь проявить свою лояльность и дистанцироваться от Тухачевского, пытались выкорчевать все начинания Тухачевского, все идеи, которые у него были, независимо от того, были они правильные, неправильные, полезные, неправильные, ошибочные и так далее. Но вот неизвестно, удалось ли бы им это осуществить до начала Великой Отечественной войны, если бы не один эпизод. Советские войска, в том числе танковые, принимали участие в гражданской войне на территории Испанской Республики, которая проходила в 1936-1938 годах. В том числе там использовались танки в городских условиях. И в городских условиях это была гражданская война. В гражданских войнах основные события проходят в городах. В городских условиях танки показали себя, ну, скажем так, не так эффективно, как этого от них ожидали. Они оказались уязвимы, они оказались не слишком эффективны. В результате вот эти два момента, политическая судьба Тухачевского плюс вот эти вот разочарования от применения танков в городских условиях в гражданской войне в Испании, простите, позволили советским политическим и военным руководителям принять решение, в общем-то, во многом фатальное для начального этапа Великой Отечественной войны. Вот эти вот созданные Тухачевским танковые батальоны и корпуса, которые были компактным как бы объединением именно танков, они были расформированы. И было принято решение, что бронетанковая техника должна передаваться пехотным частям в ограниченном количестве. Ну, то есть, образно говоря, за каждым пехотным соединением шло некое количество единиц бронетехники. Командовали при этом этой бронетехникой пехотные командиры. Но вы же понимаете прекрасно, что танк и пехота – это немножко разные инструменты боя. И пехотные командиры, которые получили в свое распоряжение некоторое количество единиц танков, недостаточное для того, чтобы их использовать как серьезную ударную силу, часто не знали, как их применить. Часто не понимали, что с этими танками можно делать. Да? Это тоже серьезный такой вопрос. Ну и вот в этой ситуации вот эти начальные месяцы Великой Отечественной войны сопровождались очень большими потерями в числе танков. Да? Вот нам тут сказали о том, что все танки в этом сражении были уничтожены. Да? Потому что они использовались не как самостоятельная ударная сила, а как вспомогательные инструменты для действий пехотных частей. Это очень быстро отрезвило советское политическое и военное руководство, поэтому уже в конце 1941 года фактически было принято решение о возвращении к модели Тухачевского. Начали восстанавливать танковое соединение, танковые батальоны, армии. Дело дошло потом до создания танковых армий. Тухачевский даже не мечтал о создании танковых армий. Ну и столько танков тогда не было. Да? Ну и чем это закончилось в последующий момент, вы можете вспомнить о роли советских. В конце концов, какой танк был признан лучшим танком Второй мировой войны? Кто знает? Т-34, да? Т-34. Ну, это, слава богу, все помнят, да? Официально признанный танк. Ну и в связи с этим последний, третий сюжет моего длинного и скучного выступления. Вот лет 10 тому назад была я в музее в городе Манчестере, в Великобритании. Музей называется Imperial War Museum, да? Как бы имперский военный музей. У них таких музеев много в разных крупных городах. Я была только в одном, в Манчестерском. Это современное здание, такой интерактивный музей с использованием видео, аудио и прочих вещей. Там есть традиционные витрины и так далее, но там в основном фотографии, видеоматериалы. И там было только два натуральных боевых артефакта. Один из них это был британский истребитель, который был подвешен к потолку этого самого музея и в таком положении имитирующий заход на атаку. Да? И второй артефакт, который там был, который стоял ровно посередине этого, это был танк Т-34. Больше там не было никакой нормальной вот такой натуральной единицы военной техники. И вот в этом имперском военном музее рядом с танком Т-34 стояла такая скромная табличка. Там было написано «Советский танк Т-34, являвшийся самым эффективным и самым успешным танком Второй мировой войны». Больше там не было написано ничего. Но, тем не менее, да, учитывая общую ситуацию, да,
Давайте честно признаемся. Даже это признание дорогого стоит. Да? Дорогого стоит. Поэтому спасибо за внимание. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, чтобы с книгами надо работать долго. Книги надо читать вкусно. Да? Их нужно читать не просто, чтобы прочитать, а их нужно прочитать так, чтобы с ними пожить. То есть походить, подумать, вернуться потом, перечитать заново. Поэтому призываю вас любить книгу во всех ее проявлениях, в том числе любить те книги, которые посвящены истории нашей страны и тем ее страницам, которые мы не вправе забывать. Спасибо. Родился я в 25 году в Ульяновске. В армию был призван в ноябре 42 года и сразу же попал в танковые войска. Вначале заряжающим на танке Т-34 воевал, освобождал Таганрог. Ростов, с Ростова начал. Ростов, Таганрог, Мариуполь, затем Второй Украинский фронт. И закончил войну на Третьем Белорусском фронте. Танки, я танкистом от начала до конца прошел всю эту науку войны. Тяжелое было положение, но тем не менее танки себя проявили хорошими. Ни одного сражения без танков не получалось. Что вам? Тяжелая служба, конечно, танкиста. У танкиста служба была тяжелая. Во-первых, очень много уходило времени на техническое обслуживание танков. Свободного времени почти не было. Почти не было. Приводили в порядок технику после боев, после больших перерывов. Готовили эту технику. За все время я принимал участие, значит, Второй Украинский, Третий Белорусский фронт, закончил свою военную фронтовую службу в 1945 году, в январе месяце 1945 года, под Кенигсбергом меня отправили на учебу в танковое училище. Начал учиться в городе Ветлуге, второе Горьковское танковое училище. Это в 1943 году. Затем его дислоцировали на Украину, город Хмельницк. Там назывался Хмельницкое танковое училище. Вот я его окончил. В 1949 году окончил это танковое училище. Также служил в танковых войсках командиром танкового взвода, командиром танковой роты. Служил в Приморском в Приморье, на Дальнем Востоке. Я, собственно говоря, не был танкистом, артиллеристом я был, то есть противником танкистов, но не наших, конечно. И служил я в дивизии, такая была дивизия 11-я артиллерийская, дивизия резерва Верховного Главнокомандования. И вроде почетное, так сказать, звание резерва Верховного Главнокомандования. Но для солдата, особенно артиллериста, это неимоверных усилий стоило копать на позиции. Сначала орудие закопать, потом боеприпасы закопать, потом командира выкопать, землянты, а уж потом в последнюю очередь к себе. Но это все опять-таки отступление. После того, как закончились бои в Сталинграде, и я в последний момент в 12 часов дня у стен тракторного завода был, к сожалению, ранен в последний бой. Да еще как ранение это было довольно и вроде и приятное, и неприятное.
устали мы, 2 дня не ели, старшина привез нам впервые за несколько дней кашу гречневую, да с тушенкой, да еще нашей, советской, не американской, которая черт-то знает, чем пахнет, как говорится, и аромат-то приятный, а вкус нежный. А наша обычная тушенка. Ну вот, немцы выкинули белые флаги. Ну, я не буду подробно говорить об этом, к сожалению. Ну, какой-то дурной немец еще в последний раз выстрелил, и граната немецкая тяжелого калибра упала и попала в накат нашей землянки, и все. Я 2 дня, не приходя в сознание, оказался в полевом лазарете, 4 месяца. И тут вот сейчас начинается самое главное. В феврале месяце нашу дивизию, она состояла из 3 бригад, от 1-я бригада, истребительно-противотанковая, 31-я бригада, 2-я бригада гаубичная, 122 миллиметра, и 3-я бригада, 152 миллиметра, то есть орудие большой мощности. Вот в этой 3-й бригаде я и служил командиром орудия. И мы прибыли в известные вам сейчас места под город Славянск, на реке Северский Донец. И вот от Славянска, Изюм, Чугуев, значит, и еще там другие города под Харьковом, мы путешествовали непрерывно, нас как резерв Верховного командования перебрасывали с места на место. Это опять-таки вступление. А в это время началось самое главное. Началась подготовка к операции на Курской дуге. И вот нашу бригаду, а я уже прибыл после излечения в госпиталерскую бригаду, нашу бригаду и 31-ю бригаду истребительно-противотанковую срочно перебросили в район Старого Оскола, так называемый резервный округ, которым командовал округ. Потом он стал этот округ фронтом, степной фронт, как резерв для того, чтобы когда начнется наступление наших войск, этот округ вступил в бой и пошел в прорыв для того, чтобы дальше освобождать Харьков. И вот тут я вам хочу так предложить. То, что я буду сейчас рассказывать, это, так сказать, имеет 2 варианта. Первый вариант официальный. Первый – это миф, я так скажу, официальный. Второй миф солдатский, неофициальный. То есть, что я хочу сказать, как я понимал, то те дни, времен, значит, 43-го года. Ну, я думаю, что я вам о солдатском расскажу. И, может быть, некоторым будет не особенно приятно, а может быть, с кем-то я и не соглашусь, что уважаемая товарищ выступала у нас тут, но кое-что сказала не так, как мне кажется. Готовились немцы на Курской дуге основательно. Причем они, я вот не забыл принести небольшую картинку, что из себя представляла эта дуга. И в этом, значит, на этой дуге с центра стояли 2 основных фронта. Центральный под командованием Рокоссовского Константина Константиновича и южный фронт под командованием Николая Федоровича Ватутина. И резервный фронт – это Иван Степанович Конева. Со стороны немцев они основательно подготовились. Живой силы было 900 тысяч человек. 900. С нашей стороны около 2 миллионов. Немножко не дотягивало. Дальше. Кроме того, значит, по всем видам вооружений мы превосходили немцев. Немцы сделали основной упор на танковые подразделения, крупные танковые подразделения. Не разбрасывали по разным частям, вот как вы рассказывали, да? Потому что, а именно крупным. И командовал этим южным направлением вот тот человек Эрих фон Манштейн, ученик нашей академии когда-то. Вот. А на северном выступе
значит, командовал немецкий фельдмаршал Клюгер, тоже сильный человек. И немцы делали основной упор для прорыва именно на танковые подразделения. И особенно на южном направлении, где был Манштейн. Потому что Манштейн числился самым лучшим водителем. Он и Гудериан еще. Это два водителей танков во Второй мировой войне, мощных соединений. И вот это наступление, да, мы основательно тоже подготовились. Глубина фронта на 300 километров до Дона, от Курска до Дона, 300 километров, была разделена на 8 траншей. Каждая армия, входившая в настоящие траншеи, то есть, короче говоря, вся Курская земля была перерыта этими, все. Были подготовлены артиллерийские позиции, запасные, основные позиции, то есть все, как будто бы всему все подготовились. И Сталин послал, как верховный главнокомандующий, на эти участки фронта двух своих самых главных, как говорится, помощников. Жукова на северный фас, Малиновского на южный фас. Для координации действий, под их ответственность. И вот сражение должно было начаться 5 числа. И вот тут начинается интересная вещь. Наше командование выработало идею такую, не наступательную операцию вести, а именно оборонительную. И в оборонительных боях измотать, особенно танковые подразделения противника. А уже потом ввести в бой резервный фронт, для того, чтобы он развивал дальше наступление. Но почему-то Жуков с Батутиным решили немножко отличиться. Что ли, это я, на мое солдатское мнение такое, и мы разговаривали об этом. И вместо того, чтобы, значит, выполнять это распоряжение, они сделали в плане небольшое отступление. А оно заключалось в следующем. Мы уже знали, все друг друга знали, и немцы про нас знали, сколько у нас войск, и мы про них уже знали. А отступление вот в чем заключалось. Решили упредить немцев. Немцы должны были начать наступление в 3 часа ночи. А наш Жуков уговорил Сталина с Ватутиным: нет, давайте упредим. И вот это упреждение дорого нам обошлось. А в чем дорого обошлось? А в том, что когда началась эта мощная артиллерия, мы все просто, земля ходила туда много. Мне было тогда уже 19 лет. Я уже опытный боец. Да. И вот в течение почти 2 часов были выпущены 1000 тонн снарядов, боеприпасов израсходовано. 60% боеприпасов артиллерии израсходовалось. А немцы сидели и ждали. Они знали, что их ожидает. И они передовые части из передовых траншей отвели. И произошел расстрел почти пустых этих самых траншей немецких. И когда немцы начали наступление на примерно в 5 часов и в 6 часов. И тут начались основные бои. Надо сказать, что очень сильно работали наши артиллеристы, мы в том числе. Немцам трудно было продвигаться, но немцы основательно подготовились. Во-первых, они самых лучших своих офицеров послали. Почти 70% всех танков, которые были на всем немецко-германских фронтах, были стянуты туда, 70%. Где-то около 60% механизированных частей. То есть, короче, танковый удар с юга был сильнейший. Но несмотря на это, наступление началось 5 числа, 5 июля, наши артиллеристы, а наши танковые части было приказано стояли,
в ожидании. Не наступали. И вот дальше что получилось? Немцы упорно расшатывали нашу оборону, все, начали по 5, почти километров по 6 в день начали подвигаться. И вот подошел день 9 июля. 9 июля. Основное направление немцы сделали направление, как раз направление Обаянь, такая, есть такое местечко. И река Псел протекает там, значит, параллельно фронту. Наша бригада стояла на правом берегу реки Псел, а на левый берег поставили вторую бригаду, 31-ю истребительно-противотанковую. Немцы, продвигаясь упорно, перемалывали наши передовые части. Я прямо скажу, что, значит, в тех местах вся земля пропитана кровью наших солдат, пехотинцев, артиллеристов. Вся земля. До сих пор там находят останки людей. Но все равно упорно наши, значит, сопротивлялись все-таки. Но постепенно сила была большая. И вот тут опять второе, так сказать, второе «но» получилось. Когда немецкое наступление еще больше усилилось, и вот они должны были взять Прохоровку, как крайний фланг наших оборонительных частей, нам дан был приказ нашей бригаде и вот этой 31-й бригаде от Старого Оскола, да и вообще, значит, 5-ю гвардейскую армию общевойсковую и 5-ю танковую армию бросить на реку Псел для того, чтобы остановить немцев. Что случилось у Прохоровки? Я это рассказ немножко отступлю, но я, наверное, утомил уже вас. Что случилось у Прохоровки? Вот, когда вы смотрели, наверное, фильм «Освобождение», смотрели, да? «Огненная дуга». Это уже после войны, я уже стал взрослым, уже, значит, все такое, после этой, когда война. И когда я впервые посмотрел фильм «Освобождение», «Огненная дуга», меня очень сильно как-то заинтересовало. Там показано с высоты птичьего полета, идут немецкие танки, огромное поле, ровная местность такая, да? И вот они таким строем идут. И на ходу стреляют, значит, куда паляют, неизвестно. Танкист здесь сидит, он знает, что в те времена для того, чтобы танку выстрелить, он должен на мгновение остановиться. Вот эта остановка была смертельна для танка. А вот немцы на ходу стреляют, вот палят и палят, снарядов мне жалко было, да? Вот. И меня это как-то, я заинтересовался, как ровная, огромная местность. А я после войны, долго спустя уже, мы с женой ездили в путешествие, любили ездить на автомобиле. В Одессу мы ездили, 10 раз я своим ходом ездил в Одессу. Однажды говорю, давай-ка свернем, жена, в те места посмотрим, где я стоял еще раз, где наше орудие, где все такое. И я вместо того, чтобы ехать на Киев, свернул на Харьков по направлению, значит, сначала на Белгород, потом на Харьков. И объездил все те места, которые мне были очень интересны, где я там. Во-первых, я вам скажу, Курская земля, конечно, земля замечательная. И вот то место, где как раз район Прохоровки, он чем интересен? Он весь изрыт оврагами. Понимаете? И для того, чтобы развернуться огромной танковой массе в 1200 танков, как официально говорит, там не было места такого. Понимаете? Надо было выскакивать из этих оврагов, выскакивать, стрелять, а потом обратно снова скрываться. Потому что смерть наступала. Вот это меня заинтересовало. Я как-то, да. Потом я прочитал воспоминания маршала Василевского, того, который руководил боями на южном направлении. Мне очень странным показалось, что то место, где касается Прохоровки, он
описывает одним абзацем, где сказано: ну, о Прохоровском сражении вы все хорошо знаете, я на этом не буду останавливаться. Нет, это странно показалось. Как это так? Начальник генерального штаба, маршал Советского Союза пишет такие вещи. Ну, еще кое-что. Дальше. И вот последние мои сомнения. В прошлом году мы ездили 2 человека, 2 артиллериста, один с северного фаса, я с южного фаса. Ездили как представители на празднование 70 лет победы в Прохоровском сражении. И вот меня это заинтересовало все, что что-то тут не такое. Ну вот началось это сражение. Немцы решили что сделать? Они, значит, в направлении на правый фланг наших войск направили эсэсовскую танковую дивизию Лейбштандарт Адольф Гитлер. А в обход Прохоровки с севера направили второе подразделение, вторую дивизию Das Reich, немецкую, значит, еще, да. Кроме того, что они сделали, они ночью, создав диверсионные группы, перед рекой Псел на левом берегу, а там они были все заминированное, создав диверсионную группу перед нашими артиллерийским противотанковым заслоном, разминировали это поле. Саперы пошли. Совершенно разминировали один участок, для того, чтобы танки пропустить. Вот это была большая беда. Наши решили ударить во фланг. А у Манштейна был один очень такой могучий генерал танковых войск, генерал-полковник Гот. Он предложил Манштейну: давай-ка, брат, остановимся немножко. Я ожидаю, что русские все равно ударят нам во фланг. И подождем их. Пусть они сами на нас, значит, наскочат, а мы уж будем защищаться. Ну, да, на том и порешили. И вот тут Ватутин, как говорил Василевский потом, совершил очень большую ошибку. Он решил упредить немцев и направить часть 5-й танковой армии на этот участок южнее Прохоровки. И в этом направлении было отправлено 350 танков наших, часть танковой армии, и 20 самоходных орудий. Как будто все было хорошо. Да вот только ни одно нехорошо. Танковая 5-я гвардейская армия генерала Ротмистрова была еще в ходу. Для того, чтобы перебазироваться из одной части фронта в другую часть фронта, оставался 1 день. Кроме того, большинство танкистов при формировании были молодые ребята, ни разу не стрелявшие еще даже. Дальше. У танкистов и у сопровождающих их артиллерийские части, армия гвардейская танковая, она не из одних танков, там и дивизия пехотные, и артиллерийские дивизии, и саперные дивизии. Танковая армия — это громадное соединение. Ну, во время войны, я сейчас не знаю как. И вот эта армия была вся в движении. Но главное, снарядов было не комплект у танкистов. У артиллеристов противотанкистов снарядов было не комплект. Понимаете? Кроме того, местность такая очень тяжелая для танков. И вот началось это самое бой с утра. И что получилось? Немцы остановились и ждали, когда кто первый пойдет. И вот Ватутин Николай Федорович тут совершил большую ошибку. Он не послушал даже Василевского, а послушал Жукова. Упредить снова, упредить. И упредили. В этом бою с 9 часов утра до 12 часов немцы не подпускали наших танкистов на выстрел, как говорится.
Наши выскакивали из этого, танкисты, ребята, молоденькие, из оврагов из этих. Только выскочат, остановится, стрельнут. А он раз и все. И, в общем, все поле, как свечки на этом танке горели. Понимаете? В этом бою 12 часом дня из 350 танков наших, а они состояли на эти танки какие были? 190 танков Т-34, 120 танков Т-70, которых вообще нельзя было на встречный бой пускать. Это пуля пробивала броню этих легких танков, легкие наши танки. Понимаете? Вот. Ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, я могу кое-что уже... Пуля-то чересчур. Ну, пуля, наверное, не могла пробить, конечно. Все-таки я немножко тут. Да. Но легкий танк, но не должны, так говорить, танкисты не должны их туда выпустить. Да еще 20 артиллерийских самоходных установок наших было. И 18 танков Уинстон Черчилль, тяжелых. Но наши танкисты плакали, ревели, не желая служить в этих танках Уинстон Черчилль. Это такая громада, как копна соломы, огромная, страшно посмотреть, но толку мало. Они первые загорели. Вот. И вот бой начался. 12 часа 300 танков этой группы были уничтожены. 300, осталось 50. А в чем же дело? Неужели наши танкисты такие трусы? Неужели наши танки плохие? Да нет. Наши танки Т-34, правильно здесь сказано было. Сам Черчилль, ярый наш друг, как говорит, противник наш, он сказал, что самый лучший танк это Т-34. Это Черчилль, то есть не Уинстон Черчилль принадлежал. И вот, значит, что же случилось дальше? А дальше случилась простая вещь, что почему же так наши горели, а немцы нет? А у немцев было так, 56 танков дивизии этой самой Лейбштандарт Адольф Гитлер состояли, там было 4 танка «Тигр», дальше остальные танки Т-4, причем они модернизированные были, усиленная броня. Но самое главное, у них стояли прицелы оптические, цейсовские. А на наших танках панорама Герца. Орудия были у немецких танках 88 миллиметров. Он мог с расстоянием 2 километра спокойно расстреливать наши танки. У наших танков орудие было 76 миллиметров. И только 600 метров на прямой выстрел, 600 метров. Представляете? То есть, короче говоря, как какие-то зайцы на воде охотника. И вот до этого мало. Когда, значит, дальше случилось, появилась авиация немецкая, Юнкерсы 87-е. Причем немцы что сделали? Каждый штурмовик немецкий вооружили 2 противотанковыми пушками 37-го калибра. И они с пикирования расстреливали наши танки. А нашей авиации нет. Только потом появилась, это мой миф солдатский. Ну и что вы думаете, что мы потеряли поражение? Да нет, тяжело было. Первая танковая армия Катукова подошла на помощь. Еще у Ротмистрова оставались танки. 150 танков было брошено на северную окраину Прохоровки. Таким образом, бой закончился в нашу. Но тяжело. Я сам немножко принадлежу, как говорится, к сословию танкистов. Вот почему. День Победы, последний бой, был 9, вернее, у многих 9 мая. И день праздновали. А мы прошли этот самый день Победы, еще участвуя в боях через эту самую столицу Словакии, столицу Австрии, Вену и в направлении города Иеглава до городка, забыл, Славков называется, уже под Прагой. И вот там 19 мая закончилась наша война.
Да. А потому что в этот день, когда закончилась для нас победа, я спал под танком Иосиф Сталин, да, дождь пошел, а танкисты лежали рядом на траве. Я выскочил, думаю, война снова началась, потому что стрельба кругом, все такое. А я, как артиллерист, вдруг имею отношение к танкистам. Есть такая мудрость, но, правда, не наша, она немецкая. Ее в свое время высказал один из немецких педагогов, имя, прошу прощения, не помню, фамилия Дистервек. Неправильное знание хуже, чем незнание. Кратко, емко и, по-моему, весьма доходчиво. Я в этом году провел для себя небольшой эксперимент. Взял блокнот, карандаш и пошел, прошу прощения, к нашему Удмуртскому государственному университету. На эту площадку, где стоит памятник Пушкину. Это было в августе этого года. С единственным вопросом. Скажите, пожалуйста, подходил к разным людям по признакам пола, прошу прощения, учет, статистика не велась. Мужчины, женщины в возрасте от 18 до 50 лет примерно. С единственным вопросом. Скажите, пожалуйста, кому принадлежит фраза «тяжело в учении, легко в бою»? Да, из 16 опрошенных большинство сказало Суворов. Был такой вариант студенту, одноглазому, какому-то там женщине, какому-то одноглазому. И 5 сказали «не знаю». А между тем, прошу прощения еще раз, Александр Васильевич Суворов к этой фразе никакого отношения не имеет. Нет. Кто из вас может сказать, кто из вас... Минуту. Кто из вас читал в подлиннике «Науку побеждать» Суворовскую? Тяжело в учении, легко в походе, запятая. Легко в учении, тяжело в походе. Александр Васильевич Суворов. Я правильно декламирую? Спасибо. Мой проект, он начался с того, что 5 лет назад я купил себе свой компьютер и зашел в интернет на танковые форумы и удивился. Удивился тому уровню разносторонности наших знаний, я не хочу сказать незнанию, нашей разносторонность, к величию того количества мифов, которые бродят по сети интернет. Правда, она, по сути, всегда одна. Ее можно интерпретировать по-разному. Можно по-разному к ней подойти. Но если на блюде лежит яблоко, то назвать его грушей легко. Так нам говорит интернет. Так нам говорит, по доказательству этому можем найти во многих, в том числе и исторических работах. И поэтому появилась книга. В один прекрасный момент очень захотелось собрать воедино все, что мы знаем, в том числе все наши мифы, и посмотреть трезво, или хотя бы их перечислить, чтобы вы, как читатели, могли на эту ситуацию трезво посмотреть. Потому что, как один мне знакомый недавно написал письмо, а как же мне быть, какое мнение мне иметь, глядя на все это. Но для того, чтобы иметь свое мнение, ответил я ему, у вас есть один очень важный инструмент, это ваша голова. Читайте больше, анализируйте и выработайте свое мнение. Но только его нужно будет потом доказывать.
Потому что вы же не будете это свое мнение держать в своем котле. Котел когда-нибудь вскипит. Вот. Ну и последнее хочу сказать, что в Ижевске, например, для тех, кто хочет найти мою книгу, она продается в 2 магазинах, сеть «Книжник», и в ЦУМе есть такой магазин «М-Хобби», торгует моделями, также торгует книгами. Вот, кстати, модели. Это практически все оттуда. Молодец. Вот, ну, о себе, если кратко о себе, родился, это будет во второй части, но скажу кратко о себе. Краткая биография. Родился в польском городе Жагань, в военном госпитале ВВС, Северной группы войск. По паспорту в городе Сарапул, Удмуртской республики. Кому интересно, книги прочтете, об этом будет. Как это произошло. Вот, да. В 1983 году закончил Киевскую 168-ю среднюю школу и поступил в Харьковское гвардейское танковое командное училище, которое закончил в 1987 году. Проходил службу в войсках Прикарпатского военного округа, в городах Коростень, Овруч, да, Коростень, Овруч, Хмельницкий, Тульчин, Ивано-Франковск. Вот, дошел до должности командира танковой роты, случился путч в Москве, понадобилось принимать украинскую присягу, я ее не принял. И поехал в распоряжение командующего Приволжским, так только-только в декабре, значит, в 1993 году образовался Приволжский военный округ, и я тут же в январе приехал в распоряжение командующего. Ну и оказался в военном комиссариате Удмуртской республики. Работал в призыве. Последняя должность — заместитель начальника отдела призыва военкомата Удмуртской республики. Вот когда взялся читать книгу, ну там прямо с каждой страницы, с каждой строки вот это вот чувствуется любовь автора к тому делу, которому он посвятил довольно значительную часть своей жизни. Любовь к танковым войскам, любовь к танкам. Вот, ну, когда пишет человек с любовью, и тем более профессионально очень много отдавший вот этого войска, это всегда очень здорово. Вот. Значит, ну, что можно сказать? Что, конечно, вот есть вот тут много достаточно уже сейчас публикаций. Вот те вот, ну, вот авторов таких, как Борятинский, вот, значит, Коломеец, вот, кто еще там, значит, вот, ну, это москвичи. Он очень поработал, огромный там объем информации, список литературы, где-то около 100 названий содержит. Вот, естественно, значит, москвичам им попроще в каком смысле? Там рядом Кубинка, значит, там вот, доступ к архиву Министерства обороны. Здесь вот Андрею Викторовичу пришлось работать, так сказать, уже с этими источниками. Ну вот в итоге он, так сказать, вот, постарался это свести все воедино. Постарался нарисовать такую картину. Тут и история создания танков, и фактически вот после 20-х годов это все пришлось делать в параллель. Создавать танковую промышленность, вот, значит, создавать КБ, создавать систему образования, все это параллель. Значит, естественно, времени было очень мало. Значит, ну, некоторые вот тут одно время, наша историография, как вот Дарья Николаевна говорила, 90-х годов, все это сваливало на Советский Союз, на зловредных коммунистов. Но вот я как-то прочитал в немецком источнике фразу, которую сказал маршал Фош, главнокомандующий французской армии, когда был подписан Версальский мир в 1919 году, он сказал, это перемирие на 20 лет. Вот, оцените, с точностью до года назвал. Это при том, что к тому времени, это начало 19 года, Совнарком контролировал только вот центральные губернии, Сибирь это адмирал Колчак, там юг это генерал Деникин, север и так далее, там все. То есть никто не мог бы сказать, что вот советская власть продержится столько. Вот. То есть вот это вот все понимали, что война будет. Вот. И поэтому, значит, тут отсюда, я считаю, такие вот, ну, какие-то поспешные, зачастую, может быть, неадекватные решения. Знаете, нам сейчас проще судить.
Вот. Но тем не менее, это в конце концов все-таки вот выросло в то, что вот, появилась вот у нас действительно танковые войска, которые смогли противостоять и, немецким, вот это немецкой армии. Вот. Ну, что еще, что тут можно сказать? Конечно, значит, скажем, замечания определенные есть. Чтение это нелегкое, это чтение для любителей, для тех, кто вот действительно интересуется танком, вот, не для, я бы сказал, не для массового читателя. Вот. Ну, тут уж, как говорится, кому что. Ну, вот, так сказать, лично еще Андрей Викторович выскажу какие замечания. А так вот я хотел бы поблагодарить и, ну, так сказать, снять мысли, снять шляпу, потому что сам сейчас работаю в Киеве, вот тут мы с Сергеем Васильевичем работаем, и уже уйму времени и энергии, но она еще только на подходе. Знаете, я бы хотел Андрея Викторовича сейчас попросить сделать одну вещь. Первую. Подними книгу, хоть покажи всем. Я вот ее еще не видел такого. Подними, покажи. Это вот так. С двух сторон. Это первый том, часть первая. Да, первый том. Сколько там мог всего быть? 6. 15 частей. Знаете, я бы хотел... Первый том уже готов. Практически. 3 части. Вот одна издана, 2. Одна сегодня передана в издателю, и 3-я часть технически готова. Осталось чуть-чуть дописать. Ну вот, мне довелось, к счастью, видеть вообще первый самый экземпляр, но не самой книги, а рукописный, который еще был прошит. Он был раза в 3 толще. Наверное, да, Андрей? Да. Ну, деньги. В общем, эта книга у него вырубила компьютер дома один. Сейчас он мечтает На о 2 втором. работах еще 2 компьютера. Поэтому, когда говорите действительно не только о душевных, а о каких-то эмоциональных тратах, вот здесь и материальные вещи, действительно, материальные ценности тоже затронуты однозначно. Но я бы хотел, знаете, с чего начать и закончить этим? Вот он начал говорить, откуда у него эта книга появилась и как. Но он не до конца, мне кажется, правду говорит. Или, может быть, не осознает. Вот отец, танкист. Значит, это танкист во 2-м поколении, понимаете? И он вот таким мальчишкой бегал среди танков, еще 34-ок, да, Андрей? Эти стволы, эти траки, эти катки, это он все видел. Естественно, папа сумел ему привить любовь к танку. Потом, когда он уже оказался в военкомате, через многие года пошла вот, любовь выразилась в этих вот, сколько всего моделей? Ну, примерно. Ну, где-то порядка 60. Вы представляете? 60 совершенно. Я думаю, что когда он их делал, потом у него мысли уже зарождались, учитывая, что он много знал, интересовался танками. И вот вылилось в это, в книгу. С чем, Андрей Ильич, тебя от всей души поздравляю, вот от всей души. Соглашусь с конструктором, когда я первый раз это взял, увесистую сшивку, будем говорить, листов, Андрей мне сказал, вот ваше мнение первого человека, посмотрите, скажите, что от человека. Я попросил его, чтобы мне отдал домой. Потому что, ну, представляете, вот такую пачку, как я могу читать. Я недели 2 смотрел. Первых 15 листов я прочитал. Дальше я начал только листать. Первых 100 листов я пролистал, и я остановился. Действительно, книга для специалистов. Очень и очень подробно описано все. И становление, и промышленность, и танкостроение, и образование, и так далее. Это бесценная вещь на самом деле. Но я бы хотел еще, знаете, что сказать? Эта книга, когда вот уже она лежит в таком виде перед нами, это детище уже совместного, наверное, труда, Андрей. Я думаю, что еще потом все равно будет правиться. Он нашел много соратников в интернете. Оказывается, у нас в стране огромное количество людей, которые тоже заражены вот этим. Я не знаю, не издатели, не издатели, но впечатления они создают довольно-таки серьезные, да? Да. Это и бронетанковая академия, кстати, куда поедешь или ездил уже? В ноябре поеду, у меня встреча с Коломийцем в ноябре.
Бронетанковая академия, это, будем говорить, альма-матер всех, наверное, танкистов. Это не бронетанковая академия, это вот Максим Коломеец, который вот эти вот книги пишет. А в бронетанковую академию тоже поедем, но пока фамилию не могу назвать, боюсь сглазить, честно говоря. Понятно. Когда меня Андрей пригласил, он у него спросил: папа-то будет здесь? Ну, Давление. папа не смог, танкист. Я думаю, что отец бы, конечно, очень гордился бы сегодня, вот, увидев нас, услышав все, что говорят. Жалко, что его нет, но мы поздравляем папу с таким сыном. И в заключении хочу сказать, что сегодня родилось у тебя день рождения дважды. Как писателя, как издателя. Потому что он сам не издавал, сам искал деньги, типографии, царапу и так далее. Поэтому у тебя двойным днем рождения. Отчего так красив березы шумят, отчего белоствольные все понимаю, у дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листука печально кидаю. Я пойду по дороге простору я рад. Может быть, это все, что я в жизни